7 простых советов, как сделать свой Рамадан идеальным, но не только Рамадан, но и свою дальнейшую жизнь. Первым из этих советов является делать дуа. В этот месяц Рамадан очень важно делать дуа. Делать дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял наши деяния, принял наш Рамадан, чтобы Он сделал этот месяц для нас баракатным, чтобы посредством этого месяца Рамадана Он сделал нас лучше, укрепил наш иман. Вот в позапрошлом Джум'а Хазрат рассказывал вагаз, и в этом вагазе говорилось о том, как сахабы полгода после окончания Рамадана они делали дуа, чтобы их Рамадан принялся, и остальные полгода они делали дуа, чтобы они дожили до следующего Рамадана. И мы понимаем с этого, что насколько важен делать дуа, и насколько важен сам месяц Рамадан. Второе – это принятие осознанных решений для изменения себя в лучшую сторону в месяц Рамадана. Третий из них – это избавиться от отвлекающих факторов. Месяц Рамадан, он всего длится 29-30 дней максимум. Да, и не нужно его тратить на просмотр фильмов, на просмотр сериалов, сидеть за телефоном, играть в игры, я не знаю, там. Нужно этот месяц нужно тратить на то, чтобы больше читать Коран, больше читать нафилных намазов, больше читать салаватов. Нужно проводить это время с пользой. Четвертый из них – это сделать, следить за своим. Например, во время, когда наступает ифтар, да, не нужно сразу же идти, обжираться, кушать всякие тяжелые пищи, некоторые, знаем, плов, мясо, тяжелое сразу же. Вы таким образом убиваете себя, вы убиваете свой желудок. Он не работал целый день, и вот тут сразу заполняется тяжелой пищей, его не нужно. Начинайте, я не знаю, супа, больше что-нибудь мягкое. Да, и не нужно обжираться, потому что когда наступает время таравиха, уже некоторые согнуться не могут, уже, то все, на сажда пошли, встать не могут уже. Так обжираться не нужно. Месяц Рамадан – это не месяц, как сказать, для обжирания. Пятый из них – это следить за своим языком, да? Не нужно вот этих всяких споров, не нужно тратить свое время на сплетни. Лучше потратить это свое время потратить лучше время на чтение Корана, если у вас есть много времени для того, чтобы делать сплетни, лучше потратить их на Абадат. Также по счет этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если постящийся не оставляет лживые слова или действия, Аллах не нуждается в его голоде и жажде. Да, от вашего месяца Рамадана ничего не остается. Если будете делать злословствовать, делать какие-то плохие деяния, от вашего Рамадана ничего и не остается толком, потому что нет в нем пользы никакого. Шестое – это создавать атмосферу Рамадана. Это в особенности касается семей, у которых есть дети. Нужно создавать атмосферу Рамадана для своих детей, читать коллективные намазы, больше читать Коран, читать сиру, рассказывать детям о важностях Рамадана. Нужно показывать им, насколько важен этот месяц Рамадан. Не только словами, но и действиями. Мы знаем, что дети берут все от своих родителей. Что бы ни сделали его мама и папа, то и дети будут делать то же самое. Если мы видим что мама и папа месяц Рамадана целыми днями спят, я не знаю, курят, разговаривают о чем-то не нужно, делают что не надо, то и дети будут также относиться к Рамадану. Нужно показывать своим детям, насколько важен этот месяц Рамадан. И седьмое – позитивное настроение после окончания месяца Рамадана. Не нужно, например, наступил Рамадан, все начинаем молиться, все намаз, Коран, пост, все как надо, я истинный мусульманин, альхамдулилля, все. И как только заканчивается месяц Рамадан, какой образ жизни мы вели до Рамадана, такой же мы ведем его после Рамадана. Я вам так скажу, даже не будьте
рабами месяца Рамадана, будьте рабами Аллаха. В каком смысле? То, что не нужно вести исламскую образ жизни только в месяц Рамадана. Не нужно там, типа, весь год вы делали, не совершали намаз, не читали Коран. Как только месяц Рамадан наступил, альхамдулилля, я, оказывается, мусульманин же, вспомнил, надо держать пост, читать Коран, проводить больше времени в ибадате, и как только этот месяц Рамадан закончился, все, пропал человек. Как жил, так и живет дальше. Так делать не нужно. На самом деле, истинная цель Рамадана – показать мусульманину на самом деле, сколько у него свободного времени. Да, сколько он может времени потратить на ибадат, на чтение Корана, на поклонение Всевышнему Аллаху. И не только проводить время за телефонами, за сериалами, а то, что он может и потратить их на ибадат. Пусть Аллах сделает для нас этот Рамадан благословенным. Пусть в этом месяце Рамадане у нас будет улучшить нам Аллах наши иманы, облегчить нам этот месяц Рамадана, да. И вот такое небольшое объявление у нас. После 4 ракатов мы будем читать